На календаре только середина декабря, а грозненская новогодняя красавица уже радует горожан и гостей. 50 метров в высоту. Такой же длины она была и в прошлом году, говорят инженеры. Изменилась лишь ширина. Диаметр елки 13 на 13. Мы изменили макушку елки. Раньше она была тоньше. И чтобы смотрелась она красивее, мы саму макушку увеличили, чтобы она была красивее, пышнее. Сама работа у нас началась числа 14 ноября. Территорию? Да, мы плиты укладывали, дорожку делали, украшаем елку. Вот наша завершающая стадия. Прилавки магазинов уже заполнены игрушками, гирляндами, фейерверками. Продавцы всячески пытаются привлечь внимание покупателей. В этом году маленькую искусственную красавицу можно приобрести за 250 рублей. Средняя обойдется дороже. Не менее ответственно люди подходят к выбору новогодних украшений. Качество лучше такие, с стразами. Чаще, вот такие берут. Больше всего берут занавески, бахрома на оформление здания. Предновогодняя суета уже чувствуется и в сувенирных магазинах. Таиса Дадалова с работы прямиком отправилась выбирать сувениры своим близким. Девушка любит готовить подарки заранее. Уже приходится выбирать подарки, потому что это сложный выбор, так как друзей, знакомых, родственников много, и поэтому заранее приходится покупать, чтобы как бы не совпало. Чтобы, может, они мне подарят то же самое. Все-таки я же тоже жду подарков. Пока рабочие трудятся над обликом елки, взрослые и дети с нетерпением ждут новогоднего чуда. Праздничный антураж в вечернее время суток уже создает настроение, которое в новогоднюю ночь должно быть самым позитивным. Каждый наступающий год человек ждет с надеждой на то, что он будет добрым и принесет ему исполнение самых заветных желаний. Динара Мурадова, Халид Масаев, Джамил Хаджалиев. Новости.